Последний сход граждан в селе Мужичи состоялся еще в августе 2016-го, поэтому встреча ознаменована еще и тем, что здесь всем селом подводят итоги прошлого года. Первым делом глава местной администрации зачитывает доклад о проделанной работе. Бюджет села недополучил в 2016 году прописанное в бюджете денежные средства в размере более 618 тысяч рублей, но из-за которых у администрации остаются определенные неисполненные бюджетные обязательства. 2016 год выдался для села весьма непростым. Основные силы были брошены на ликвидацию последствий паводков. Еще в марте при помощи спецтехники была проведена масштабная работа по расчистке русла реки Аса. Однако в начале лета впоследствии ливневых дождей несколько улиц было подтоплено, а где-то и вовсе размыло дорогу. Много нареканий по-прежнему вызывает строительство моста через Асу для перегона скота на пастбище. Из-за отсутствия собственных средств в бюджете проблема до сих пор не решена. Здесь же собравшиеся вынесли вопрос незаконной вырубки леса. Была коллегия дня 3 назад комитета лесного хозяйства. Я их курирую, я им жестко поставил задачу. Не то, что поставил задачу, у них разработан график проведения рейдовых мероприятий. Скандал хугишан, незаконно контроль обязательно. Строительство водопровода, качество поставляемой электроэнергии и отсутствие пешеходных тротуаров – проблемы для сельской жизни привычные и вместе с тем вполне решаемые. На ближайший год намечено строительство новой ветки водопровода. Продолжатся также работы по реконструкции дороги. По-прежнему острым для села остается вопрос нехватки школьных и дошкольных учреждений. Однако эту проблему на сходе граждан местные жители поднимать не стали. Ведь в скором времени Мужичи ждет ряд позитивных перемен. Здесь возводится сразу несколько социально значимых объектов. Физкультурно-оздоровительный комплекс, школа, рассчитанная на 320 ученических мест, и детский сад. На встрече с властью сельчане просят решить вопросы, что называется, бытового характера. Представители правоохранительных органов на сход не пришли. Поэтому как бороться с лихачами, устраивающими на дорогах гонки и дрифты, и не дающие местным жителям спать по ночам, остается под вопросом. Заместитель председателя регионального правительства Магомед Гогиев раскритиковал организацию схода, отметив, что местные жители должны были быть предупреждены о проведении мероприятия задолго вперед. يرى دي عندري يردي عشرة دنت يردي عندري يردي عشرة دنت أشوت خليص. باور جد وقت بروتست يجوز يا. حققت ناخا أختي شديح كذي. ليش بروتست ويوست البرج حقوق يا أختي خيط وقت شبعي تخيط سان دو ويوست. أنا أختي يبغى ناخ بعد بالاري. Затронули также вопрос строительства в селе музея и Дома культуры. Как и на любом сходе граждан, не обошлось и без обсуждения земельных вопросов. مسكنا خوتنا أخوش خصوتي إتصوت اللي احتياج ويشت هتعوض شغلات ويوت خلاص موتيجات خلاص يا فيها Представители администрации главы республики и правительства фиксируют каждый вопрос. Некоторые проблемы под силу решить сразу же, не откладывая в долгий ящик. Теперь местной администрации предстоит организационная работа по реализации решений схода. То, что мы здесь поговорили, это не решает проблему. Главное, чтобы глава администрации села сумел это правильно оформить, протокол правильно оформить, и направить его к нам и в правительство, и главе республики, да, и этапно будем решать то, что возможно. Но обещать здесь все, что мы в один день решим, невозможно. Мы людям это объяснили, и люди и поняли. И я вам скажу, что я с удовольствием выслушал здесь людей. И, будем поэтапно решать то, что они просили, поэтапно будем решать эти проблемы. В завершении встречи жителям напомнили, что большинство работ по благоустройству муниципалитеты планируют за счет собственных средств. Поэтому чем больше жителей или же организаций будут добросовестно платить налоги, тем быстрее и качественнее смогут решиться многие проблемы села. Передай Миржоева, Мэрбек Миржоев, Новости 24.